Доброе утро! Начинаем новый день вместе с «Утро Якутии». Заряжаемся на плодотворные, на добрые, позитивные новости на этот рабочий день. А чтобы он был максимально полезным и интересным, просыпайтесь вместе с нами на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На этой неделе каждое утро с вами встречаю я, Полина Долинская, и я желаю всем бодрого и доброго утра. И вот о чем мы расскажем сегодня в течение нашего эфира. Какими спортивными достижениями встречает студенческая лига новый 2023 год? Что дает создание студенческой спортивной лиги масс-рестлинга? Поговорим об этом с нашим первым гостем. На базе конного клуба «Мустанг» в микрорайоне Большая Марха проводят занятия лечебной верховой ездой. Иппотерапия эффективна для реабилитации детей, страдающими ДЦП, ранним детским аутизмом. Расскажем, как проводят в Мархе лечение лошадьми. Мороз нипочем. Жители Владивостока приняли участие во всероссийской акции любителей закаливания. А также сегодня мы разыграем 2 билета на новогоднюю цирковую сказку в Тридевятом царстве. А для этого вам просто нужно будет ответить на вопрос, который прозвучит сегодня в течение нашего эфира. Мы работаем в прямом эфире, и ваши правильные ответы, а также догадки мы будем принимать по номеру 8 914 273 44 88, а также в телеграм-канале «Утро Якутии». Подписывайтесь и узнавайте последние актуальные новости. Прямо сейчас узнаем, какая же погода за окном. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 37,41 градус со знаком минус. В заречной группе 39,44, в южных 35,40, ниже 0. В Вилюйской группе минус 24, минус 28, а в Нижнеленских минус 28, минус 30. В западных 28,41 мороза, в Колымы-Дигирской группе улусов 23,40, ниже 0. В Янских минус 32, минус 34 и на северо-западе минус 22, минус 32. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила минус 36 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают слабый снег. Утром местами туман, ветер западный подует с порывами от 1 до 3 метров в секунду, и днем столбик термометра покажет 33-35 градусов мороза. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают профессиональные спасатели. 27 декабря 1990 года на основании постановления Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей. На счету спасателей МЧС огромное количество проведенных поисково-спасательных работ, свыше 2,5 миллионов спасенных жизней, сотни тысяч случаев оказания помощи пострадавшим. Сегодня поздравления со своим профессиональным праздником принимают все спасатели России. На календаре 27 декабря. Сегодня отмечают День спасателя, День шиворот на выворот, День вырезания снежинки из бумаги, День фруктового пирога. По народному календарю в этот день почитают память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Традиционно этот день посвящали уборке. Считалось, что порядок в доме способен отпугнуть нечистую силу. Люди верили, что нечистая сила боится воды, поэтому было принято часто умываться. Теплая погода в этот день сулит жаркое лето. События в этот день. Чарльз Дарвин взошел на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции. Сталин объявил о раскулачивании и повсеместной коллективизации в сельском хозяйстве. В этот день введена единая паспортная система в Советском Союзе. Образована паспортно-визовая служба. Был создан Международный валютный фонд. 27 декабря принято постановление Совета министров РСФСР об образовании Российского корпуса спасателей. В Москве в этот день в Серебряном Бару открыт живописный мост. В этот день родились Луи Пастер, французский микробиолог и химик, Павел Третьяков, российский предприниматель,
меценат, основатель Третьяковской галереи. Людовик Замингов, польский врач, лингвист, создатель эсперанто. Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса. Лариса Латынина, советская гимнастка, девятикратная олимпийская чемпионка, общественный деятель. В этот день также родились Николай Сличенко, советский российский актер, режиссер, певец, педагог, народный артист Советского Союза. Эммануил Виторган, советский российский актер театра и кино, народный артист России. Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел. Сергей Бодров, российский актер, режиссер, сценарист. Именины сегодня отмечают Николай и Ларион. Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Ну и давайте встретимся с нашим первым гостем и поговорим, какими спортивными достижениями встречает студенческая лига новый 2023 год. В гостях у нас Александр Черкашин, руководитель Центра физического воспитания и развития студенческого спорта СВФУ имени Максима Кировича Амусова, председатель регионального отделения Республики Саха-Якутия. Да, студенческий. Да, спорт. Доброе утро. Доброе утро. Александр, расскажите нам всем, поделитесь, как прошел у вас 2022 год, с какими планами, надеждами и целями вы встречаете новый наступающий. Ну, во-первых, хочу поздравить наших дорогих жителей Якутии с наступающим Новым годом, 23 год. И следующий год у нас ждет год труда, и будем трудиться в 23 году. Ну, и могу сказать, что 22 год у нас прошел трудоемкий, и мы участвовали в Всероссийской студенческой лиге, более 10 лиг. Ну, до этого такого не было, участвовали только 3 лиг. Но 22 год такой был ударный год нашей республики студенческого спорта. В ноябре в Санкт-Петербурге состоялось подписание соглашения о создании студенческой спортивной лиги масс-рестлинга. Одним из инициаторов создания лиги выступил Северо-Восточный федеральный университет. Вот что дает появление этой лиги для развития масс-рестлинга? Ну, во-первых, могу сказать, данный вид спорта – это наш коренной вид спорта, и мы должны продвигать. Во-первых, мы хотим еще нашего поручения главы Илдарханова, чтобы наш вид спорта должен попасть в Олимпийские игры видом спорта. И должны найти точку соприкосновения, чтобы от детского спорта, студенческого спорта и высшие достижения. Ну, мы можем затронуть наш вид спорта, масс-рестлинг уже включен как Дети Азии, и мы уже начали в этом году уже зарабатывать много уставов, документов, что собрать, создать студенческую лигу. Потому что, чтобы студенческая лига, ассоциация студенческая лига масс-рестлинга уже попал в 2023 году в единый календарный план Минспорта России. И уже во всех России студенческих Миноборнауки уже включен как данный вид спорта. И уже со следующего года уже будет официально уже проведен как чемпионат России среди студентов по масс-рестлингу. Ну, согласно приказу Миноборнауки России, более 80% студентов, обучающихся, они должны заниматься спортом. Вот что касается на сегодняшнего дня Северо-Восточный федеральный университет, достиг ли он этих показателей? Ну, во-первых, показатели Миноборнауки должны показать 85%. И на данный момент наш университет показал уже 85%. И поручение президента Российской Федерации до 30 года систематически заниматься физической культурой спорта 85%, а мы уже достигли этой цифры. Уже до 30 года мы уже более 92-93% должны показать. А с чем это связано, вот, заинтересованность нашей молодежи как раз-таки в занятиях спортом? Ну, во-первых, уже сама культура, наследие уже меняется, и уже традиции уже меняются, как говорится. И уже сейчас молодежь совсем другой, которую мы уже начинали в 2000-х годов, уже показывает в нашем центре физического воспитания и развития студенческого спорта. Мы курируем более 30 видов спорта, и уже как бы они сами записываются, уже показатель цифры показывает. Так что и плюс уже мы включили данный вид спорта как киберспорт. Так что мы не то, что там как физически, и уже как бы интеллектуально тоже развиваемся.
Что касается масс-рестлинга, это довольно-таки древний вид спорта для якутян, но как за пределами спортивной дисциплины, за пределами нашей страны, она популяризируется совершенно недавно. Что касается дополнительных секций или, может быть, центров подготовки по масс-рестлингу наших будущих чемпионов? Ну, во-первых, могу сказать, у нас данный вид спорта уже 85 регионов России уже курирует данный вид спорта, федерация есть. И недавно, который вы отметили, что в недавно прошедшем Санкт-Петербурге, который мы создали, мы провели соревнования, и более 30 вузов и из 14 стран, регионов нашей России уже участвуют. Это уже показатель. Я думаю, в следующем году, в 2023 году, уже цифры уже более увеличатся вдвойне. Я думаю, уже в каком масштабе мы более такой придумать, чтобы таких много участников, как надо принимать. Ну и ваши планы, конечно же, попасть в спортивную дисциплину Олимпийских игр. Вот сколько еще осталось пути? Какие еще шаги необходимы? Ну, самое главное, чтобы для студенческого спорта это Олимпийские игры, это универсиада. И уже, несмотря на санкции, могу ответить, в этом году уже должны провести, в следующем году, в 2023 году, должна быть Всемирная студенческая универсиада. И насчет санкций уже поменялся система игр. Называется Всемирный фестиваль студенческих игр будет. И несмотря на санкции, будет участвовать 90 стран мира, и стран ШОС, БРИКС, ОДКБ и более 300 вузов мира. В этом году летом мы как раз-таки проводили такое масштабное мероприятие по масс-рестлингу. Это чемпионат мира. Что ждет нас в 23-м? Будет ли что-то подобное? Или же что-то помасштабнее, Ну, я могу сказать только о студенческом спорте. Но чемпионат России я сказал. И я думаю, уже мы будем стремиться, чтобы провести чемпионат мира среди студентов по масс-рестлингу. Потому что данный вид спорта, молодежь в основном показывает развитие данного спорта. Потому что уже разных студентов, которые у нас учатся, уже занимаются данным видом спорта. Ну, я думаю, если мы проведем чемпионат мира среди студентов, мы минимум 60 стран мира соберем. Ну, я желаю вам только дальнейших успехов спортивных и в жизни. И, конечно же, будем с нетерпением ждать следующего года. Желаю вам дальнейшего развития и новых побед. Спасибо. Да, могу ответить? Конечно, вы можете поздравить всех дорогие жители, с 23 год, вы знаете, год труда. И я хочу, как любитель физической культуры и спорта, занимайтесь спортом, любите спорт, и он обязательно вам ответит взаимностью. Спасибо. Большое спасибо. А прямо сейчас к нам присоединились наши коллеги из информационной службы с последними и актуальными новостями. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. В следующем году в республике введут 19 школ. Это беспрецедентный результат для региона. Об этом глава Якутии Айсан Николаев сообщил на пресс-конференции. При этом он подчеркнул, что в год педагога и наставника главная задача сделать серьезный упор через повышение роли педагога в воспитании в школе. Необходимо снизить отчетную нагрузку на учителей. Также благодаря федеральному проекту по модернизации школ в следующем году отремонтируют 57 объектов. В этом году в республике провели капитальный ремонт 38 школ. В селе Тасагар Вилюйского района по нацпроекту открыли новый дом культуры. Объект включает большой зал со сценой и профессиональным оборудованием, библиотеку, музей, залы для работы творческих кружков. На торжественном открытии представители Минкульта вручили директору культурного учреждения сертификат на 100 тысяч рублей на пошив костюмов и реквизита для коллективов. Также на сертификат в 1 миллион рублей установит кинопроектор «Экстра Синема». Вот этот дом культуры, который мы открываем, это, вообще глаз радует, да, что такой дворец у нас находится в селе Тасагар.
И вот такой уровень мы должны достигать как бы большего количества всех сельских наших жителей, которые действительно требуют активность, главное, наших муниципалитетов, подготовки проектно-сметной документации, подготовки софинансирования. Она очень большая, порядка 12 уже готовых проектно-сметных документов у нас в республике находится. То есть мы продолжим вот это победное шествие, улучшение комфортности, предоставления услуг сферы культуры. Первые шаги в науке. Ученики столичной школы номер 26 стали дипломантами 30-го всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ. Конкурс провели в два тура. 20 юных якутян представили свои проекты жюри. Учащиеся 26-й школы Афанасьева Олеся, Наговицын Нюргун и Необутов Айтал заняли призовые места и награждены медалями за успехи в исследовательской и проектной деятельности будущей российской науки. Работы участников вошли в сборник тезисов 30-го всероссийского детского конкурса «Первые шаги в науке». В этом году сборник посвящен 140-летию со дня рождения Корнея Чуковского. У нас есть прекрасный руководитель научный, Оксана Семеновна. Она руководит большим проектом «Юные исследователи». И мы самое низкое звено с 1 по 4 класс начинаем эту работу. С 1 класса все дети ведут проект в силу своих способностей, конечно. И в 4 классе уже они могут показать свои работы на всероссийском уровне. И вот в такой замечательной книге есть 3 работы наших ребят, которые живут в Якутске и обучаются в нашей школе. На елке главы Усть-Алданского района собрались более 50 детей, нуждающихся в особой заботе. Центр дополнительного образования ежегодно выступает организатором такого рода мероприятий. В этом году решили провести елку главы Улуса и для детей с ограниченными возможностями здоровья. На празднике дети увидели театрализованную постановку про бабушку Тал-Тал. Совместно с обществом инвалидов Улуса в лице Аси Николаевны данное мероприятие мы запланировали, и сегодня вот с участием всех детей провели данное мероприятие. А в самом представлении всего приняло участие более 100 детей и взрослых. Всех с наступающим Новым годом, всем удачи, здоровья! Доброе утро всем, кто начинает свой день вместе с нами. Этот день стоило проснуться пораньше, потому что мы сейчас проведем розыгрыш. Разыгрывать мы будем 2 билета на цирковую сказку в Тридевятом царстве, которая состоится с 27 декабря по 15 января в нашем государственном цирке Якутии имени Марфы и Сергея Расторгуевых. Замечательная цирковая новогодняя сказка в Тридевятом царстве режиссера-постановщика Марии Харлампиевой-Поповой. Друзья, как раз-таки в эти новогодние праздники стоит посетить такое замечательное мероприятие. В это утро мы разыгрываем билет на 2 персоны. Все, что для этого нужно, внимательно следить за нашим эфиром, ну и, конечно же, правильно ответить на вопрос, который мы сейчас озвучим. Свои варианты ответов отправляйте нам на телеграм-канал «Утро Якутии». Для этого необходимо подписаться и написать вариант ответа. Вопрос будет звучать у нас следующим образом. Конечно же, все вопросы у нас сейчас будут связаны с новогодней темой. Это блюдо имеет форму золотых слитков, валюты древнего Китая. Поэтому их употребление в канун Нового года принесет финансовую удачу. Так вот, дорогие друзья, о чем же идет речь? Повторю еще раз, блюдо имеет форму золотых слитков, валюты древнего Китая, поэтому его употребление в канун Нового года приносит финансовую удачу. Свои варианты ответов отправляйте в телеграм-канал, который вы видите на своих экранах. Обязательно нужно подписаться и отправить туда вариант ответа. Новый год – пора чудес и волшебства. С 27 декабря Государственный цирк Якутии приглашает на новогоднее цирковое представление в Тридевятом царстве. Вместе с любимыми героями вы отправитесь в чудесное путешествие в волшебный мир сказок.
Тем не менее, некоторым мороз вообще нипочем. Жители Владивостока приняли участие во всероссийской акции любителей закаливания. Жители Владивостока приняли участие во всероссийской акции «Закаленная Россия. Сильная страна». Мероприятие объединило как профессиональных спортсменов, так и любителей здорового образа жизни. В акции приняли участие спортсмены, любители закаливания, зимнего плавания, здорового образа жизни, скандинавской ходьбы и просто бега. Ровно год назад зимнее плавание признано видом спорта Министерства спорта Российской Федерации. И мы стоим в авангарде этого движения. В 2023 году у нас здесь на этой базе пройдет чемпионат России. Ну а сейчас мы своей акцией покажем силу и закаленность русского духа, что наш Приморский край один из самых сильных, дружных, закаленных, благодаря нашему губернатору, благодаря нашему министру спорта, ну и прежде всего нашим людям, которые приобщились, занимаются. И это у нас сейчас такой хороший, модный, здоровый тренд. По мнению организаторов, это акция «Модный здоровый тренд», который демонстрирует силу и закаленность русского духа. Необычный Новый год ждет львов, а скорпионам улыбнется фортуна. Что говорят нам звезды и что советуют всем знакам зодиака, на эту предновогоднюю неделю узнаем в нашем еженедельном гороскопе. Овны. Попробуйте несколько скорректировать свой стиль общения и приоритеты, поменяйте окружение. Звезды советуют вам встретить Новый год в новой компании, забыть о заботах и проблемах и хорошенько повеселиться. Тельцы. В последние дни года вам, похоже, придется много работать. Будьте объективны, но воздержитесь от критики. Сообразительность в решении денежных вопросов тоже лишней не будет. К концу недели постарайтесь освободить побольше времени, чтобы навести лоск и красоту и встретить Новый год во всеоружии. Близнецы. Наступает волшебное время, когда исполняются мечты, мерцают огоньки и дарятся подарки. И вы найдете под елкой нечто неожиданное и приятное. Звезды обещают вам романтичную встречу Нового года в компании любимого человека, который готов вас радовать, смешить и вдохновлять. Раки. Если вы подавите в себе излишний скептицизм и чрезмерную рассудительность, дела пойдут на лад, и вы проводите год в отличном настроении. Больше прислушайтесь к голосу своей интуиции. Новый год вы встретите в шумной и веселой компании. Львы, займитесь духовным развитием и самообразованием. Вас могут заинтересовать новые идеи и люди. К концу недели вас может ожидать встреча со старыми друзьями. Неплохо было бы сделать им какие-нибудь приятные подарки под елку. Девы. В начале недели на вас может свалиться немало забот, но чем больше бескорыстной поддержки вы окажете нуждающимся, тем позитивнее будут перемены в вашей жизни. Вы организуете прекрасную новогоднюю вечеринку. Конечно, трудно все успеть, но до достижения желаемого результата останется совсем немного, поэтому не разбрасывайтесь и займитесь самыми неотложными делами. Весы. Новый год встречайте не по привычке, а так, как вам хочется, и вы получите отличный подарок от Деда Мороза. Будьте по возможности практичны. Ваша мечта потребует от вас серьезных усилий по ее воплощению в жизнь. Скорпионы. Все ваши проекты и дела на этой неделе окажутся успешными. В начале недели, возможно, важная поездка, открывающая новые перспективы. Новый год вы встретите в отличной компании и будете чувствовать себя легко и непринужденно. Возьмите на себя роль Деда Мороза и подарите близким праздник. Стрельцы. Окрасу этой недели позавидует любая зебра. Впрочем, светлых полос будет значительно больше, чем черных. Справиться с проблемами до Нового года вам поможет творческий потенциал, особенно если вы не постесняетесь его проявить. Большую роль сыграет интуиция. Поддержка может прийти с совершенно неожиданной стороны. Выходные пройдут отлично. Козероги, не пренебрегайте мелочами. Решение, казалось бы, незначительных вопросов может дать неожиданный положительный результат. Желательно перестать растворяться в потоках эмоций и за что-нибудь взяться. Водолеи. Эта неделя принесет вам ощущение внутренней свободы. Активно двигайтесь к намеченной цели. Партнеры помогут и поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя благоприятна для важных изменений в жизни.
рыбы. На этой неделе на работе вам придется разбираться с бумагами, документами и прочими неудобными, но необходимыми вещами. Вы можете ощутить некую нестабильность, почувствуете, что вами недовольны, но причину этому найдете не сразу. Это эмоциональное напряжение спадет к среде, и вы сможете подумать о подарках, нарядах и праздничном столе. Кстати, не исключено, что под бой курантов вы найдете новую любовь. На базе конного клуба «Мустанг» в микрорайоне Большая Марха проводят занятия лечебной верховой ездой. Ипотерапия эффективна для реабилитации детей, страдающими ДЦП и ранним детским аутизмом. Данный проект включает в себя не только проведение с детьми курсов ипотерапии, но и занятия лечебной гимнастикой и адаптивной физкультурой. Сегодня я попробую узнать и испытать на себе все вот эти вот моменты, которые связаны с уходом за лошадьми. Ну и, конечно же, обязательно попробуем научиться садиться на лошадей верхом. Ну а в этом нам поможет Андрей Полежаев, находится он вот здесь. Андрей, приветствую. Это руководитель конного центра «Мустанг». Приветствую, Руслан. Ну, Андрей, давай, наверное, начнем со знакомства. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вашу конюшню. Наша конюшня работает примерно с 2011 года, как именно по реабилитации детей организация это около 3 лет. Мы сделали специальный фонд для помощи детей-инвалидов. Самый важный инструмент в нашей работе – это, конечно же, лошадь. В первую очередь мы заботимся о ней перед каждой тренировкой, независимо это спортивная тренировка или тренировка адаптивной верховой езды. В первую очередь мы всегда начинаем с чистки лошади. Это некоторое знакомство, изучение поверхности кожи на нарушение и проверка суставов. Ну и плюс лошадка также обязательно должна познакомиться с всадником, прочувствовать его настроение, как бы некий такой контакт. То есть я правильно понимаю, что это та лошадка, на которой я буду сегодня? Абсолютно верно. Его зовут Абсент. Абсент? Да. Приятно познакомиться. Это тяжеловоз, очень спокойный конь, выезжен. У нас на нем занимаются детишки от 3 лет и до 93. У меня опыт вообще как бы такой очень небольшой в этом деле. Я так вспомню, навскидку, наверное, 2 раза был верхом. И всегда это был такой размеренный шаг. Но Андрей меня сегодня как бы немного насторожил тем, что сказал, что мы сегодня даже попробуем рысью. Конечно. Ага. Как-то сложновато. Локти главное собрать. Упираемся, не стараемся подниматься на стременах, упираемся коленями плотно, да. И за счет этого рычага выталкиваем таз вперед и наверх. Слушайте, вот что значит инструктор, да, техника. Короче, Абсент может 1,20 м, да, перепрыгнуть? Легко. В этом году были соревнования, участвовали практически все клубы республики. Конечно, то, что редко происходит, маленько уровень не тот, но видно, что ребята серьезно готовятся. И лошадей хорошо подготавливают. Также в этом году мы провели первые соревнования среди детей ОВЗ. То есть у нас вот аутизм, ДЦП. Вот такие детишки у нас тренировались самостоятельно, ездили на лошади, их оценивало жюри. Тоже мы взяли 1-е, 2-е, 3-е место. Здорово.
что, друзья, вот такой вот сегодня был у нас выпуск, очень интересный. Андрею большое спасибо. И, во-первых, еще хотелось бы его поблагодарить за то дело, которое он делает. Это ипотерапия, помогает детям с ДЦП, детям с ограниченными возможностями по здоровью. Ну и, конечно, желаем Андрею удачи, успехов. Большое спасибо. Да, чтобы коняшки все Большое было хорошо. спасибо. Так, а у меня еще 2 морковки осталось. Я сейчас... Ух ты, сейчас я прямо... Молодец, абсент. Во многих сказках русской и зарубежной литературы имеются персонажи, которые полюбились и запомнились детям и взрослым. Эти герои могут быть отрицательными или положительными, добрыми или злыми. Примерами литературных сказок являются сказки Андерсона, Гауфа, Носова, Чуковского и другие. Этих вымышленных персонажей обожают не одно поколение людей. Например, вот слово «русалка», о происхождении этого слова мы сейчас узнаем в нашей рубрике «Говорим правильно». Доброе утро, дорогие телезрители! Я думаю, многие из вас, которые сейчас смотрят этот утренний эфир, согласятся со мной, что сейчас, в преддверии новогодних праздников, мы все становимся чуть-чуть детьми, начинаем верить в сказки. Ну а какая же новогодняя сказка без волшебных существ? Без всем нам хорошо известных русалки, лешего, домового, ведьм, Кощея Бессмертного или Бабы-Яги. А вот как пришли эти слова в русский язык? Это очень интересно. Давайте сегодня поговорим о том, как в русском языке возникло слово «русалка». По мнению ученого, лингвиста и писателя Льва Васильевича Успенского, слово «русалка» такое же загадочное, как и существо, которое оно называет. Большинство ученых сходятся во мнении, что слово «русалка» имеет древнерусское происхождение, а в древнерусский язык оно попало из другого языка. Оно связано с древнеримским праздником Русалия. Это название весеннего праздника. И еще его называют Розалия или праздник роз. А еще есть мнение другое, что слово «русалка» связано со словом «русло». Однако слово «русло» тоже имеет очень такую не очень понятную этимологию. Таким образом, точно сказать, из какого языка приплыла к нам русалка в наш русский язык, точно ученым неизвестно. Давайте говорить правильно. Всего доброго! Неутешительный диагноз заставляет Освальда Кэмпбелла покинуть шумный Чикаго и отправиться в штат Алабама, где расположилось небольшое уединенное поселение под названием «Затерянный ручей». Сирота, разведенная одиночка, он собирается провести там последние годы, но даже не догадывается, что дружелюбные соседи, теплый климат и маленькая птичка смогут сотворить настоящее чудо. Атмосферный, светлый и душевный роман, пропитанный добротой и уютом. Именно так отзываются о книге Фенни Флэг «Рождество и красный кардинал» многие читатели. Доброе утро и с наступающими праздниками, дорогие друзья! Сегодня в рубрике «Книжная полка» на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха мы поговорим с вами о романе Фенни Флэг, который называется очень даже по-новогоднему «Рождество и красный кардинал». Освальду Кэмпбеллу поставили неутешительный диагноз эмфимеза легких. Дабы дотянуть до Рождества и как-то продлить свое бренное существование в этом мире, он получает рекомендацию от своего доктора покинуть Чикаго и уехать в теплые края. Но для Освальда уехать и покинуть свой родной город все равно, что отправиться на другую планету. Но он решается на этот шаг, о чем в будущем ни на секунду не пожалеет. И вот за его плечами сырой Чикаго, свои объятия перед нашим героем раскрывает гостеприимный теплый городок под названием Затерянный ручей. Это своего рода маленькая, но необычная страна, где все жители представляют собой большую дружную семью, где каждый из них творит добро.
Это душевный, атмосферный и светлый роман, пропитанный добром и уютом, который рассказывает нам об удивительных изменениях в жизни Освальда, знакомит нас с эзотерическим обществом «Крупные горошинки» с девочкой по имени Пэтси и владельцем магазинчика Роем и его лучшим другом, красным кардиналом по кличке Джек. Их чудесная история мотивирует нас никогда не сдаваться даже в самых сложных ситуациях, подтверждая, что настоящая дружба, любовь и вера в чудеса способны на многое. Никогда не поздно изменить свою жизнь, заняться делом, которое бы приносило удовольствие, встретить любовь и обрести свою семью. Если вы хотите прочесть что-то теплое, душевное, по-настоящему доброе, не испорченное, я от всей души рекомендую вам эту книгу для чтения. Приятного чтения! Помните, как в детстве мы ждали наступления Нового года и испытывали чувство происходящего на его волшебства? Подобный позитивный опыт пригодится и вашему ребенку. Вера в Деда Мороза развивает терпение, ведь новогодние праздники бывают всего один раз в году, и встречи с ними нужно еще дождаться. Особенно важно то, что терпение в данном случае – это не просто ожидание. Оно приправлено предвкушением праздника и ярких событий. Свой Дед Мороз в Якутии тоже есть. Он появился стараниями изобретателя, писателя, фантаста, ученого Гаврила Угарова. Он написал сказку о добром волшебнике Эгедил. Гаврил Угаров в новогодних праздниках раздает не конфеты, а волшебные талисманы. Вроде бы обычные открытки, но что удивительно, в большинстве случаев на них записанные желания сбываются. Эгедил уже занесен в мировой список национальных Дедов Морозов. А Дед Мороз это кто? Это дедушка, который с посохом, и у него есть Снегурочка. И у него дом есть на Северном полюсе, и он приходит всем детям, он одет в красную шубу и белые вот у него там мехи. Он в винтах ходит, и у него длинная большая белая борода. Я верю в Деда Мороза, потому что почему-то все дети думают, что это папы, которые переодеваются в Деда Мороза и приносят подарки. Но на самом деле это не папа, потому что когда вот был прошлый Новый год, со мной был папа, и пришел Дед Мороз. И сам подарил. Настоящий Дед Мороз? Да, настоящий. Да? Ты видела когда-нибудь Деда Мороза? Нет, но папа видел. Он снял видео, он там ходил с большим мешком. Ну, наверное, мой папа когда-то видел. Я думаю, то, что Дед Мороз существует в реальности. Он меня издалека слышит, потому что он волшебный. А где он живет? На севере. Он живет в городах. Где-то за небесами. И он еще добрый, и еще он дед, который дает подарки послушным детей, как я. Новый год, пожалуй, единственный праздник в году, всегда окутанный атмосферой сказочности и таинственности. Такое ощущение создается во многом благодаря доброй традиции взаимного обмена подарками. Облегчить выбор подарка помогут следующие несколько советов и идей. До Нового года осталось совсем немного времени, и надо успеть выбрать подарки всем друзьям и близким. Как сделать это так, чтобы их порадовать? Вот в этом самый главный смысл подарков. И при этом не сойти с ума в предновогоднюю суете. Держите под рукой наш краткий чек-лист. Для начала постарайтесь вспомнить, кого обязательно хотите порадовать подарком на Новый год. Родственников, друзей, коллег. Двигайтесь от самых близких к тем, кому просто хотите сделать приятное. Лучше выписать всех на листе бумаги. Делите получателей по возрастным категориям, а также по степени взаимоотношений. Если у вас есть идеи подарков, запишите их сразу. Выбор подарков всегда актуально, выбор мелочи всегда тоже актуально, не только для взрослых, но и для детей. Один из вариантов бюджетного подарка является это плед. Оно подходит для молодежи, также для всей семьи, ну и, конечно, для детей. Плед с новогодним принтом.
Следующим вариантом является, конечно, посуда, потому что она актуальна для всей семьи. А первым набором я выбираю, конечно же, набор ложек. Отличный подарок и самый бюджетный, конечно же. И второй, конечно же, подарок – это тарелочка вот такая новогодняя с принтом. А можно их положить, например, в подарочном боксе. Нет ничего плохого в том, чтобы спросить напрямую о желаниях и предпочтениях того, кому хотите подарок сделать. А также, чтобы облегчить жизнь своим друзьям, составьте свой список желаний. Во избежание лишних и бесполезных трат, которые сильно ударят по бюджету, лучше заранее обговорить размер суммы подарка. Ручная работа, потому что она самая ценная сейчас в данное время. Первым вариантом, конечно же, это елочка ручной работы. Тут есть символ года зайчик, елочная игрушка. И это можно поставить на столике, например, в кабинете, либо в доме. Для автовладельцев тут написано по-якутски «Кундюкиим айнын сола алгыстах болдун», то есть и оберег специальный, сделано из конского волоска и, конечно же, из дерева. При выборе подарка ориентируйтесь на его практичность и функциональность. Собираясь в гости к друзьям, можно предусмотреть подарки, которые будут использованы сразу в тот же вечер. Такие игры, как «Монополия», «Дженга» или «Алиас». Если в компании будут дети, то их тоже не стоит оставлять без презента. Если собираетесь семью с детьми, обязательно возьмите новогодние носочки, потому что они у нас самые актуальные. Это для малышей и для средних возрастов. А также берите вот такой светильник. Для девочки есть вот такие фенечки, то есть сами делают браслеты. Вот есть заколочки для волос, есть расческа. Актуально это для детей школьного, младшего школьного возраста. Набор машинок, то, что очень выгодно покупать для мальчиков в подарок. И упаковка хорошая, и машинки хорошего качества. Упаковка подарка не менее важна, чем сам презент, поскольку даже вид красиво обернутых коробок создает праздничное настроение и дарит предвкушение чего-то особенного. К этому вопросу стоит подойти творчески. Не забудьте вложить в коробку и небольшую открытку с пожеланиями. В историческом парке «Россия. Моя история» открылась уникальная инклюзивная выставка «В ожидании чуда прозрения» художницы Миры Аргуновой. Серия работ посвящена человеческим глазам, а также выполняет просветительскую миссию в области этнографии, представляя культуру народов России. Экспозиция начнет работу с 4 января 2023 года, и более подробно об этой выставке мы поговорим сегодня с автором этой самой же выставки. В гостях у нас Мира Аргунова, художник-живописец, лауреат Республиканской художественной премии имени Васильева. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите про эту уникальную выставку «В ожидании чуда прозрения». Почему вы решили ее именно так назвать? Я считаю, что искусство, в принципе, должно дарить прозрение, тем самым исцелять душу и вдохновлять на свершение. А вот есть такое выражение, что зорко только сердце. Простите? Зорко только сердце, глазами главного не увидишь, при этом говорят еще часто. Да, действительно, это, кстати, имеет отношение вообще к законам работы психики. Считается, что лимбическая система мозга быстро считывает информацию, дает уже какие-то представления мозгу, подсознанию, а сознание не всегда успевает, поэтому иногда кажется, что глазами ты видишь одно сознанием, а подсознанием совсем другое. Но что касается глаз, мы уже наших телезрителей с вашей выставкой уже знакомили. Ваши работы созданы, они на основе художественной печати и фотографий, которые использовались для постановки диагноза врачами Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы. Почему реальные медицинские снимки, они послужили для вас толчком для творчества и вдохновения? Вообще, любое яркое событие или необычный предмет может вдохновить художника. И то, как оно будет преломлено в его творчестве, зависит от его кругозора, эрудиции, интересов. Мне давно хотелось сделать серию картин на основе некой универсалии, свойственной культурам многих народов, а в мировой духовной культуре око в целом свойственно многим народам и символизирует мудрость, познание истины, голос совести,
и в целом вселенское добро и первопричину всего сущего. Ну и в целом снимки глаз очень эстетичны визуально и напоминают снимки фотографии полной луны. Ну, вы знаете, это все-таки диагнозы, поставленные людям с какими-то заболеваниями. Вот как они попали к вам в руки, с чего началось все то, что вы увидели их и поняли, что это хорошая основа для вашей следующей коллекции? В феврале этого года у нас был совместный проект с Якутской республиканской офтальмологической клинической больницей «В плену любви к искусству». Моя персональная выставка в холле этой больницы. У нас была такая идея с Иваном Петровичем Луцканом, главным врачом больницы, чтобы сделать искусство ближе к людям. И во время монтажа этой выставки мы как раз беседовали с главврачом. У него такая работа, что он всегда должен держать руку на пульсе больницы. К нему постоянно подходят сотрудники с разными рабочими вопросами. И вот в один из таких моментов к нему подошел лазер-хирург Пантелеймон Аргунов и принес ему показать снимки, сделанные на новейшем оборудовании больницы. Снимки глаз. Я случайно их увидела, и чисто визуально они мне показались просто прекрасными. И мне кажется, что искусство, оно в целом, как бы, то, что называется правополушарно, то есть оно абстрактно, и человек не должен как бы зацикливаться на том, что там нарисовано чаще, а то, как оно выглядит. И эта эстетика меня и вдохновила. То есть такое стечение обстоятельств абсолютно случайно вылилось в такую выставку. Замечательно. Кроме этого, вы еще в своих картинах используете элементы экспозиции, традиционные орнаменты росписей и вышивок, а также зашифрованные пословицы, поговорки народов России с упоминанием глаза. Вот почему вы решили еще и поговорки сюда вплести? Я в целом родилась в семье ученых, филологов, тюркологов, и с детства люблю разные филологические шутки, загадки. И пословицы и поговорки — это в целом, мне кажется, средоточие, такой соль мудрости народа. Поэтому я думаю, что это было естественным решением. Ваша работа — это смесь авангарда и живописи. Как люди восприняли ваши работы, когда прошел предпоказ? Мы получили множество отзывов. Было очень приятно видеть на выставке людей совершенно разного рода деятельности, всех возрастов, школьников, студентов, ученых, фольклористов, этнографов, филологов, музыкантов, врачей и, конечно же, офтальмологов. И общаясь со зрителями, я для себя тоже почерпнула очень многое. Наиболее ценным для меня было услышать, что картинам удалось затронуть их чувства и дать пищу для ума. Ну, одно дело смотреть на эти картины, а совсем другое знать, на основе чего они сделаны. Не отталкивало ли их это или влияло, может быть, это как-то на реакцию зрителей? Ну, один из посылов этого проекта в том, чтобы побудить людей, зрителей видеть прекрасное во всем, в том числе в целом это же строение глаза, строение человеческого тела. А разве человеческое тело — это не в целом чудо чудесное? Это же невероятно, что в целом так сложилась судьба всего мира, что на планете Земля есть такое существо, как человек, такой организм сложный. И если рассматривать это в этом ключе, то я думаю, что эстетика не вызывает сомнений. Большое спасибо, Мира. Мы, конечно, желаем вам дальнейших успехов, а всем нашим телезрителям мы напоминаем, что данная выставка, она открылась в историческом парке «Россия. Моя история». С 4 января все гости и жители нашей столицы смогут посетить и сами увидеть выставку в ожидании чуда прозрения. Далее новости. Якутия, доброе утро. Далее блок новостей.
Российские дольщики смогут подать заявление о компенсациях на госуслугах. Соответствующее постановление подписано в Кабмине. Уточняется, что речь идет об участниках долевого строительства, купивших квартиры в проблемных домах. Для подачи заявления дольщику потребуется зайти в личный кабинет на госуслугах и подписать заявление с простой или усиленной электронной подписью. Также запрос можно направлять через специальную форму на сайте Фонда развития территории, а также через Почту России. Новая возможность появится в середине следующего года. Индивидуальные предприниматели работают на базе концерна «Сахабулт». Это позволяет им существенно экономить на аренде помещения, а также облегчает реализацию продукции. Стоимость аренды цеха в концерне установлена ниже средней по городу – 350 рублей за квадратный метр. Кроме того, вся продукция представлена в магазинах «Сахабулт». Предприниматели занимаются пошивом национальной одежды, аксессуаров, а также меховых изделий. На сегодняшний день в кластере зарегистрированы 10 резидентов. В наших цехах некоторые не хватает, например, шубного цеха. Беличьи шубы, соболиные шубы у них мы заказываем, они нам шьют. Еще есть плюс в том, что есть некоторые резиденты, которые занимаются конструированием меха. Ну, не меха, а лекала делают именно изделия. И, например, вот некоторые резиденты, даже мы можем им обращаться, чтобы сделали нам конструкцию по лекалам для изделий. Выставка «История в документах к столетию образования Якутской ССР» открылась в Доме-музея имени Ярославского. Представлены архивные документы и фотографии, посвященные истории республики, ее роли в общественно-политическом и экономическом развитии страны. Экспонаты собраны из фондов Национального архива Якутии и архива Российской государственно-политической истории. Особое внимание уделяется документам, связанным с политическими решениями, направленными на становление якутской государственности. Часть бумаг рассекречена недавно и вводится в публичный оборот впервые. Представлены 32 стенда по 12 тематическим разделам. Выставка работает в течение месяца. Они распределены по нескольким разделам. Туда входят разделы, которые освещают предысторию вопроса, то есть борьбу за автономию, да, гражданскую войну, Тунгусское, например, то же самое восстание. Вот. Также они раскрывают эпоху индустриализации, коллективизации, которая катком практически прошлась по Якутии. Вот. Также здесь представлены документы военных времен, да, Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Анимационная компания «Мультидитек», резидент технопарка, создала 4 мультсериала в этом году на якутском языке благодаря поддержке национальной вещательной компании «Саха». В каждом мультфильме по 10 серий. Создатели работают по технологии 2D и 3D анимации. Над проектом трудится большой коллектив специалистов. Мультики ориентированы преимущественно на дошкольный возраст. Отличаются они тем, что в сюжете присутствует образовательная часть. Мультсериалы доступны на YouTube-канале Чухон и на телевизионном канале «Мама». Мы создаем наши анимационные проекты в первую очередь для наших детей, чтобы наши дети развивались на умном контенте. Потому что, как мы знаем, в интернет-площадках известных дети смотрят все подряд, и не всегда этот контент он полезный для детей. Да, основная миссия нашей компании, нашей студии — это создавать именно умные образовательные проекты. По уровню технологий они ничем не отличаются, не уступают по качеству проектов, которые можно посмотреть на федеральных каналах. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Ну что, друзья, настало время для подведения итогов нашего розыгрыша. Мы разыгрываем 2 билета на новогоднюю цирковую сказку в Тридевятом царстве. Для этого нужно было правильно ответить на следующий вопрос. Это блюдо имеет форму золотых слитков, валюты Древнего Китая, поэтому их употребление в канун Нового года принесет финансовую удачу. О чем же идет речь? Самый первый, который у нас правильно ответил в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», это был абонент с никнеймом Мари К. Мы от души вас поздравляем. Правильный ответ – юаньбао – пельмени.
Друзья, поздравляем вас с победой. Не расстраивайтесь, если вы не победили. Будут еще розыгрыши. Ну и, конечно же, перед Новым годом себе настроение ни в коем случае не портите. На этом наш эфир подошел к концу. Всем плодотворного дня, отличной недели, хорошего настроения. Ну и, конечно же, с отличными, хорошими итогами. Встречайте новый 2023 год. И не забудьте итоги 2022 года подвести и поблагодарить его. Встретимся с вами здесь же, на телеканале Якутия-24 и НВК Саха в программе «Утро Якутия». Всем хорошего дня!